Сегодня мы обсуждаем будущее нашей страны через призму развития ее фундамента, это Абхазского села. Выделение финансовой помощи каждому селу – это важнейшая стартовая точка. Однако нам необходима долгосрочная стратегия, решающая три главных задачи – вернуть молодежь, создать рабочие места и открыть двери для экспорта. Необходим комплексный подход, который должен не просто остановить отток населения, а сделать Абхазское село центром экономического роста, инноваций и возможностей для нашей молодежи. Сегодня местное самоуправление и депутаты районных собраний фактически лишены собственных бюджетов. После отхода от трехступенчатой системы власти финансовые рычаги оказались централизованы. Депутаты на месте видят проблему, но не имеют средств для ее оперативного решения. Если закрепить 15-30% налогов за селом или создать целевые депутатские фонды развития округов, это станет гарантированным ресурсом. В селах Восточной Абхазии также необходимо решать вопрос с интеграцией жителей. Человек без документов – это временщик. Только имея официальное право собственности, сельчанин начнет инвестировать в долгосрочные сады и строить капитальные дома. Также необходима популяризация аграрных профессий среди молодежи. Возможные механизмы решения – это открытие агроклассов, которые покажут молодежи, что сельское хозяйство – это дроны, умные теплицы, это современная биология. Или же гранты на стартапы для выпускников аграрных специальностей. Сельскохозяйственный производитель сегодня зачастую это одиночка, вынужденный продавать сырье по низкой цене перекупщикам. Отсутствует государственная система гарантированного сбыта, логистики, а главное, отсутствуют перерабатывающие мощности. Нет у нас переработки, которые могли бы создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Если мы дадим сельским жителям документы, научим его современным технологиям, защитим его урожай качественными препаратами и поможем с переработкой, проблема оттока населения может решиться сама собой. Благодарю за внимание.